Музыка является одним из древнейших видов искусства. Она уже в глубокой древности воспринималась как язык человеческой души. Музыка, как утверждали древние, заложена в самой природе. Она способна сопереживать состоянию души человека, выражать чувства и эмоции людей. Она способна передавать звуки природной стихии, информацию о происходящих событиях. Так кавказская легенда гласит о князе, приказавшем залить расплавленным свинцом уста любому, кто принесет весть о гибели его сына. Мастер создает трехструнный музыкальный инструмент, мелодия которого рассказывает отцу о трагической гибели юноши. В этом фольклорном сюжете проявляется трепетное отношение народов Северного Кавказа к музыке, к музыкальным инструментам. Слова и мелодия имели огромное значение, потому что умели ценить слово и дорожили им. Музыка исполнялась на разнообразных инструментах. Это были адхок, дахчанпандр, кяхатпандр. Во второй половине XIX века в музыкальный быт народов Северного Кавказа начинают проникать русские фабричные музыкальные инструменты. Это гармонь, балалайка, позже аккордеон. Краевед Берснах Газиков многие годы работает в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области, Ставрополя, Грузии в поисках материалов, связанных с культурой ингушей. Эти архивные материалы – бесценные свидетельства прошлого нашего народа. Когда занимался сбором информации, сбором материалов по истории ингушского народа, я рассматривал все стороны жизни. Литература, искусство, история, геология и так далее, и так далее. И, конечно, соответственно, и музыкальная жизнь ингушского народа тоже меня интересовала. Поэтому нельзя сказать, что случайно, но я целенаправленно работал по литературе, связанной с песнями, с музыкой ингушей. Вот. Поэтому пришлось углубиться в это направление. А потом уже, это давно, правда, было, я работал в Государственном архиве Ставропольского края, и там обнаружилась рукописная работа Адриана Павловича Митрофанова «Музыкально-песенное искусство народов Северного Кавказа». И там, в этом труде, был материал об ингушах.
то есть ингушские песни. Причем автор здесь, он дал фотографии музыкальных инструментов, дал фотографии авторов, которые исполняли. Это Берт Хаутиев и Аушев Магомед, которые сами изготовляли музыкальные инструменты. Вот, скрипки. И они дали фотографии, дали, значит, и изложили, ну, Содержание короткое. содержание, в смысле, как бы сказать, вот это связано с музыкальными ряды, там, лады и так далее. Это, То есть нотная запись, может, даже была. нотные записи, да. И он потом, значит, ну, к сожалению, этот труд не был опубликован, то есть это рукопись. Для того, чтобы больше узнать, мне пришлось потом поехать в Государственный архив Ростовской области, и там были более полные сведения об Адриане Павловиче Митрофанове. Как отчеты. Отчеты его, да, работы. И это, значит, он был у нас в Ингушетии в 1932 году. Был в горах, записывал очень много людей. Вот. И причем он дал где-то около 20 песен, нотной записи. Вот. Расписал вот эти музыкальные инструменты, дал фотографии. Но, к сожалению, опять здесь надо отметить, этот труд не был издан, вот, поэтому и является только в рукописи. Мы частично... Поэтому и не был известен, наверное. Он неизвестен, да. Вот, поэтому мы ставили задачей опубликовать эти материалы с тем, чтобы мы сегодня могли бы, ну, музыкальные специалисты по музыке могли бы наиграть вот эти нотные записи. Вот, потому что там есть песня «Колыбельная», песня «Акулая», «Канте». Но особенно мне запала в душу эта песня, называется «Мох Баган Латер», которую исполнял Гази Магомед Даурбеков. И они ее записали. И они записали и нотную запись, а также и слова. Слова там просто бесподобные. Автора слов нет, да? Я думаю, что он напевал Гази Магомед Даурбеков, но это песня народная. Народная. И, видимо, древняя, потому что, судя по тому, как написано, по содержанию, это очень древняя. Вот, я вот просто наизусть помню, там «Шодах чмехка вагалгай, дабоузл бы шаймах, ирмох бы тарж было идей, ты бирзанах, ты тухом бацж латвейнах, алгамчхану лей, дощется эйгиш ясце, и тарж было идей. Сарци уила юве юртвей ковой карт, сандеяти хенж вееле вехал без сабарт». Это очень замечательная Что строки. эти инструменты были у нашего народа, мы знаем только со слов долгожителей. Но вот описанные, тем более фотографии этих инструментов, их исполнителей и нотные записи внесут сегодня неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры нашего народа. Слабо была изучена музыкальная жизнь нашего народа, поэтому все эти материалы, о которых мы говорим, это и материалы, которые выходили в 1963 году Речменского, это музыкальный фольклор, тогда это называлось Ингушетия, но там половина книги посвящена, значит, ингушской музыке, ингушские ноты, ингушских песен. Поэтому все эти издания требуют, надо опубликовать их, вот, и они должны жить. Поездка была, видимо, поручение было организации из Ростова. Это композитор, это очень известный композитор. И он приехал и встречался с многими стариками, с женщинами. То есть среди тех, кого он записывал, люди разного возраста, и есть и женщины, есть и мужчины. Ну, мы вот собираемся сейчас опубликовать, вернее, у нас должна выйти книга, и вот мы поместили эти материалы в книгу и хотим издать их. Но я бы пожелал бы вообще-то, чтобы у нас вообще вышел бы какое-нибудь издание, где это было бы собрано все, связано с музыкой ингушской. Это было бы здорово. Музыкальная культура. Да, да, это было бы здорово, потому что надо иметь вот эти все записи,
Кроме того, мы сейчас говорим о записях на бумаге. А ведь помимо этого есть различные пластинки. Вот, помните, еще в 1997 году мы выявляли в фонограмм-архиве в Москве несколько записей 1910 года в исполнении Белана Муллы-Оздоева, Да. а также ингушская лезгинка 1939 года. Вот все эти материалы, они хранятся в фоноархиве в Москве. Вот, и мы тогда сделали копии, Так. но и мы не со всего материала, не все материалы Только фрагменты. мы взяли кое-что, да, оттуда. Но я думаю, что надо бы отработать хорошо и взять полностью. Помимо этого есть собрание записей в Тбилиси. В свое время я там работал в Тбилисской консерватории. Там были записи ингушские. И хранятся они, эти записи, также и в Лондоне, вот, в Париже, то есть в разных местах. В основном эти записи, которые я говорю, вот в Париже и в Лондоне, они 1909-1911 годов. Вот, поэтому надо, конечно, и там работать, и делать копии. Поэтому предстоит большая работа. Мы сделали только то, что мы только, как бы сказать, сделали начальную стадию работы Только выполнили. в начале пути. Да, Да, да. мы должны быть благодарны Митрофанову за действительно уникальную возможность нам узнать о прошлом музыкальной жизни своего народа. Ну, я думаю, что эту работу можно и продолжить. Нужно продолжить. И искать новые материалы. Материал уже о самом Адриане Павловиче Митрофанове. Эти материалы есть. Они есть и в музее в Ростове, они есть и в архиве. Поэтому просто нужно, чтобы кто-то поработал бы и сделал бы Нет, это полностью чтобы работу. заложить в план Министерства культуры, выделить средства, выделить человека. Это целенаправленная должна быть работа, Берсон. Так же ведь? Ну да, тем более, что вот у нас есть очень много людей, связанных с музыкой. Вот если мы сейчас даже назовем имя Любови Башировны Шишхановой, это органная музыка, это человек с мировым именем, вот ингушка, которая живет в Москве, народная артистка России, профессор Московской консерватории. У нас есть чем гордиться. Ингушское историко-географическое общество Дзордзуки работает над масштабными проектами по сбору предметов материальной культуры ингушского народа. В настоящее время работает над проектом «Илли» для возрождения архаичного музыкального творчества ингушей. Представив свой проект, Президентский фонд культурных инициатив получили грант. Материалы Берсона Кагазикова были очень интересные и оригинальные, и они и опубликованы, и вот он нам предоставил неопубликованный вариант своих материалов, где фотографии, где описания, где нотные записи, там, в том числе Митрофанова, которые они сделали во время своих экспедиций в Горную Ингушетию, это 20-30-е годы. Мы поняли, что очень большой пласт материальной культуры, и нематериальной тоже, то есть материальной в виде инструментов, нематериальное — это музыкальное творчество, устное народное творчество. Оно утеряно. Мы сегодня его не слышим, оно не живо. Особенно актуально это было, когда мы столкнулись с работой над фильмами. Совершенно отсутствует музыкальный материал для саундтреков. Есть, конечно, интересные песни, у нас замечательные артисты, которые исполняют на современный лад, но аутентичной, глубокой старинной музыки не хватало. Но для того, чтобы услышать ее, нам нужны старые инструменты, на которых она и создавалась. Примечательно, что вот научно-исследовательский институт выпустил серию книг «Антология ингушского фольклора», и там несколько томов посвящено сказаниям, песням Или, Назмыш. И выпустили антологию ингушского фольклора, научно-исследовательский институт, где мы видим, что песен было просто невероятно большое количество. Их успели записать в текстовом варианте, но, к сожалению, фонозаписи сделать не получилось ввиду отсутствия технических возможностей в свое время. Посмотрите, в то время было Министерство культуры Чечено-Ингушетии, где были специалисты, но этим никто не занимался. Как и сегодня, 30 лет республики, ни один специалист Министерства культуры не обратились к этой теме.
Вы знаете, я не знаю в связи с чем, но тема действительно очень мало исследована и мало предпринимается в этом направлении. Единственный инструмент, который у нас существует из старинных инструментов, сегодня и практикуется, это дахчин пандар. На нем есть такие хорошие, знаменитые исполнители, как Тимур Дзейтов, Нурдин Тимурзиев, Аздоев Башир, Белхароев Адам. Но все остальные инструменты, которых по диссертации Фатимы Цалоевой, эта диссертация для нас, для нашего общества извлекла из Ленинки Хава Чилиева, которая неоднократно нам оказывала какую-то спонсорскую поддержку и организационную поддержку в каких-то культурных проектах. Ценность этой диссертации в том, что здесь подробно описываются все музыкальные инструменты, которые практиковались у ингушей до середины XX века. Среди них есть очень интересные скрипки, 6 видов флейт. Вообще скрипок насчитывалось тоже несколько видов: двухструнные, трехструнные, четырехструнные смычковые инструменты. Были даже инструменты с 2 грифами, которые как раз-таки зафиксировала экспедиция Митрофанова, и они в виде фотографий сохранились, которые привез наш краевед, архивист Берснах Газиков из Института материальной культуры, который находится в Санкт-Петербурге. Берснах привез большое количество материалов, которое нам дало пищу для размышлений. Это было довольно давно. Мы как бы начали собирать материал, и мы понимаем, что у нас очень богатая музыкальная культура, архаичная, аутентичная. Так. А мелодии, которые сегодня мы не слышим, к сожалению. Как? Каким образом? Вот по этим нотным записям экспедиции Митрофанова возможно будет сегодня наиграть эти мелодии? Конечно. Дело в том, что мы придумали, ну, в смысле, как это не наша выдумка, но тем не менее, вот написали концепцию проекта, учитывая так, чтобы эти нотные записи, которые когда-то были исполнены на этих старинных инструментах, мы услышали снова на таких же инструментах, потому что сыграть ту же самую мелодию на пианино, это, конечно, будет не то, или на любом другом современном музыкальном инструменте, да, можно, конечно, миксовать, аранжировать и так далее, но ключевой материал, он должен быть чистый, так, как его слышал сказитель, от сказителя сам Митрофанов, и записал его. Мы должны были услышать эти звуки, и поэтому мы решили воссоздать, реконструировать, сделать историческую реконструкцию музыкальных инструментов. Мы должны быть очень благодарны этому человеку, Конечно. этой экспедиции, которые сохранили нам утерянный навсегда пласт. Да, и вот представляете, в принципе, относительно это было совсем недавно. Это 30-е годы, когда он называет имена сказителей в селении Ангушт пригородного района, в селении Шон, в селении Цори, и мало того, сделал фотографии их, записал, какой звук, какой ряд, какой лад у этого инструмента. Очень профессионально описал эти инструменты и дал, естественно, нотные записи, в том числе и текстовые записи тех самых песен, которые... Сегодня они у вас есть. Сегодня они у нас есть, и главная наша задача — воссоздать 10 треков хотя бы. На самом деле такого рода процедуры — это очень дорогостоящие процедуры, профессиональная звукозапись и так далее, поэтому у нас получилось только на 10 треков получить поддержку Фонда культурных инициатив, который мы недавно получили. Они поддержали наш этот проект, совершенно неожиданно для нас, потому что... Ну, вы грант получили. Да, мы получили грант на этот проект. Вы самостоятельно представили проект, все сами делали. Мы написали концепцию проекта, мы работали над ним полгода, подали его в Фонд культурных инициатив и неожиданно для себя стали победителями конкурса. Но дело в том, что прежде чем начать подавать в Фонд президентских грантов, мы решили найти спонсора, хотя бы реконструировать сделать историческую реконструкцию хотя бы одного инструмента. У нас есть свои создатели инструментов, музыкальные мастера по музыкальным инструментам. Это Адам Белхароев. Но вот именно вот он создал чондарик, он создал дахчин пандар, умеет их создавать, умеет на них исполнять, и сейчас мы будем с ним сотрудничать. Но именно вот по нотным записям, по ладу и так далее, по профессиональной подаче материала, которую показал Митрофанов, нам нужен был профессиональный музыкант, который по этим записям сможет воссоздать нужный нам музыкальный инструмент. Мы нашли такого человека, долго с ним переписывались, еще до того, как у нас было финансирование, просто пока мы еще были, пока эта идея, этот проект еще зрел. И в итоге мы как-то поделились этой мыслью с некоторыми людьми, и Борис Чилиев, сын вот этой самой Хавы Чилиевой, он поддержал, и первый инструмент стал спонсором создания реконструкции первого инструмента из этих 11 инструментов, которые мы решили воссоздать.
И мы заказали у этого, он грузин по национальности, который же проживает в городе Сочи, это потомственный мастер музыкальных инструментов. После того, как он создал этот инструмент, он отказался просто взять у нас деньги. Он сказал, что вот это его лепта в культуру, это его вклад в культуру ингушского народа, и он с удовольствием этот вклад делает. Чтобы было понятно, работал он несколько месяцев над этим музыкальным инструментом. Вы нашли, наверное, применение этим деньгам. Спасибо Борису. Да, конечно, у нас очень много всего еще, да, дополнительные были еще инструменты, которые мы вот собирались приобрести. А Белхароева будете привлекать? Конечно, Белхароева обязательно. Белхароева, помимо того, что мы планируем заказать у него несколько инструментов, мы его планируем также привлечь для обучения этим же инструментам молодых людей. Дело в том, что у нас по концепции нашего проекта, кроме воссоздания исторической реконструкции 10 музыкальных инструментов, 11 он у нас есть, реконструирован, создан, мы планируем обучение хотя бы 10 молодых людей игре на этих Как вы музыкальных. представляете, у нас есть колледж искусств. Сколько уже можно было бы исполнителей научить играть, если бы все время они работали бы, как представляя Республику Ингушетия, изучая наше народное творчество? Я думаю, сейчас все это можно как бы исправить. То есть если будут инструменты, воссозданные по историческим, по археологическим материалам, по этнографическим материалам, то уже копировать их будет легче, а значит и распространять тоже будет легче. Я надеюсь, что это даст какое-то свое, получит свое развитие самостоятельно и уже без нас потом пойдет шагать по миру. И мы также хотели сказать еще один очень важный момент в концепции нашего проекта. Это издание музыкального атласа. Он включает в себя все музыкальное творчество, которое было у ингушей с древности до самых последних дней. Для этого мы как бы можем спокойно собрать информацию, да, о современных музыкальных деятелях, можем из существующих источников собрать какую-то информацию о тех сказителях, которые были в XIX веке, в начале XX века. Но очень важно следующая вещь. Дело в том, что у многих людей были музыканты, самоучки, которые обучались и играли, иногда даже виртуозно, на гармошке, на том же самом дахчемпандер, на балалайке, на зурмлекуалевой, даже вот это. И дело в том, что согласно диссертации Фатима Цилои, по ее сведениям, каждая девушка, раньше выходя замуж, обязательно в приданое брала с собой атхекпандер или чондырки. Это был непременный атрибут, который с собой, это получается, у нас столько было сказителей, у нас столько было людей, которые умели прекрасно играть на этих музыкальных инструментах. И нам нужна информация от людей, которые помнят о своих родственниках. Есть фотографии родственников. Мы это с удовольствием используем в музыкальном атласе, эту информацию, как память о тех людях, которые играли на этих музыкальных инструментах. Если сравнить с зарисовками русского ученого, смычковый инструмент атхакпандер имел несколько разновидностей, как и дахченпандер. В своих песнях, мелодиях ныне безвестные музыканты прославляли отчий край, героев-защитников земли родной. Нотные записи помогут современникам изучить народное творчество. Исходный материал, откуда мы его взяли, это старые фотографии начала 20 века, 30-х, 34-х годов. Здесь было несколько экспедиций в Горной Ингушетии по сбору материала музыкального творчества ингушей. Это Митрофановская команда, она прошлась по всей Горной Ингушетии, делала фотографии, записывала, мелодии записывала, и они сделали несколько фотографий. Даже нотную запись создавали. Есть, да. Лично столкнулись с тем, что вот в интернете очень мало о музыкальном творчестве ингушей. Иногда нам приходилось вообще делать... нету. Да, в принципе, вообще можно сказать и так. И мы иногда сталкиваемся с тем, что нету мелодий, когда мы занимались и другими темами в Ингушетии. И когда создаете ролик, видеоматериал, сейчас ведь в любом случае это все... Оформить музыки нет. Да, нет, не находили. И мы потихоньку собирали информацию. Находили в книгах, опубликованной. И мы просто-напросто решили заняться этой темой, возродить, записать. И столкнулись с другой темой. Нету инструментов. Вот дахченпандер еще можно найти в Ингушетии, а вот атхакпандер, чондырки, его практически... Но у нас есть мастера. Белхароев Адам, один человек, мы с ним Вот знакомы. я впервые об этом услышала. Есть, Где есть. он живет? Кто он? Он живет, по-моему, сейчас на Назране, но родом он из Мочхоюрта, Базовска, туда.
Но он сейчас нигде не работает именно в своем направлении. Не востребован человек, хотя профессионально изготавливать музыкальные инструменты, профессионально исполнять на них мелодии. Сегодня у нас в филармонии, на оркестре народных инструментов играют представители практически всех народов Северного Кавказа, а ингушу места не нашлось, да? Вот этого я не знаю. Хотя сам специалист в Ингушетии есть. Я опять повторюсь, человек, который сам изготавливает инструменты и сам исполняет. играет, да. И сам исполняет. Вот поэтому мы решили сначала изготовить эти инструменты, заказать, а потом уже записывать мелодии. Вот скажите, кто изготовил этот инструмент? Вот этот, Возьмите его в руки. именно вот этот инструмент нам изготовил грузин, наш друг. Вот он хороший друг ингушского народа, он живет в Сочи. Мы с ним давно знакомы, переписывались через интернет, обменивались информацией, что к чему и как изготавливалось. Вы представили ему фотографию. Да. Я ему послал фотографии, и вот так слово за слово к разговору мы пришли к тему, а смог бы он его изготовить, именно этот инструмент, потому что он его изготавливает другие инструменты и давно этим занимается. У нас нашелся спонсор, который согласился нам оплатить этот инструмент, за работу этого инструмента. И мы чисто для эксперимента, начального эксперимента, решили у него заказать один инструмент. И вот результат. Ну что Я самое... смотрю, внутри написано «Чондер». Да, в подарок. Самое интересное было, когда он ее изготовил, уже сказал, что вот-вот пришлю ее, и прислал нам видео, где записал, что этот инструмент он дарит ингушскому народу в подарок. Назовите его имя, фамилию. Руслан Шуания. Я надеюсь, правильно я произнес его фамилию. У них фамилии немножко такие же сложные, как и ингушские. Он живет в Сочи, давно занимается. Великая ему благодарность. Так что вот такой подарок всем ингушам он сделал от себя. Но для этого нужно провести многие организационные мероприятия. Республиканским службам, Министерству культуры, привлечь талантливых музыкантов. Несмотря на то, что Министерством культуры упущены десятилетия, этот процесс подготовки специалистов и изготовления инструментов необходимо уже начинать. Естественно, мы в курсе всей этой темы. Дело в том, что о наличии и существовании, вернее, о существовании у нас различных музыкальных инструментов издревле информация она была, есть, она никуда не девалась. И название этих инструментов, в том числе и наш этнограф Султан Миришков об этом много писал, Беснах Газиков об этом много писал, Шик Мерцбол, Зурум Атхоек Пандер, Шиши Царыжолж. Да, названия у этих инструментов есть, они сохранились на каких-то бумажных носителях, и одним из первых, кто начал в этом аспекте работать, наш Беснах Газиков, человек, можно сказать, энтузиаст, буквально, патриот. Да, патриот, и отрадно, что вот эту идею, вот это направление подхватили и наши молодые деятели, в том числе и члены команды Дзурзуков, да, они участвовали в каких-то программах и выиграли грант, чтобы... И самое интересное, что они действительно, я уверен в том, что они действительно доведут эту работу до логического конца. Да. Но мы с вами тоже я с вами тоже делился этой информацией, будучи руководителем РДНТ, я вынашивал аналогичную идею, хотел ее осуществить. У меня была некая договоренность с тем же Адамом Белхароевым, нашим известным мастером, который в принципе своими руками воссоздает, воспроизводит эти инструменты и еще очень талантливо на них играет. У него уже готовые есть эти инструменты, но в силу того определенных обстоятельств я не смог эту идею осуществить. И очень рад, что дзурзуки эту идею подхватили и довели до логического конца. И надеюсь, их результаты в скором времени мы увидим. Тем более это очень молодые, талантливые, инициативные, целеустремленные ребята. Это хорошая команда. И, естественно, Министерство культуры в качестве гаранта мы писали письма и в Министерство культуры Российской Федерации, поддерживали их инициативу, когда они подавали документы на грант. Да, я очень рад, что они подхватили идею, и я знаю, что они доведут ее.
Ильяс, но они доведут, потому что грант выигран, работу нужно сделать. Но от Министерства культуры сегодня зависит вся основная работа. То есть идея, да, создать инструменты, да, но чтобы они работали, эти инструменты. У Министерства культуры есть колледж искусств, где не пропагандировалась до сегодняшнего ни ингушская гармония, ни Дакшан Пандар. Как вы будете, чтобы в музыкальных школах эти инструменты появились, чтобы они были приготовлены у нас? Первый инструмент сделан грузинским мастером. Как вы, Министерство культуры, будете корректировать всю эту программу? Вот я, как я уже отметил, когда вот эта команда Дзурзуков, они сделают образцовые инструменты, Первый. да, первые инструменты, естественно, мы с ними будем поддерживать взаимосвязь, будем с ними сотрудничать, можем в массовое производство запустить эти инструменты, заказать эти инструменты. Мы знаем, что в республике нету таких цехов, таких фабрик, где производят музыкальные инструменты. Есть, то можно Но сделать один всё мастер, он может сделать в полгода один инструмент. Это для нас мало. Этот мастер, он бесценен тем, что он владеет техниками и технологиями изготовления этих инструментов. Это тоже очень важно. И что он является носителем вот этих знаний, для нас тоже важно. Безусловно, я с ним выходил на связь, приходил к нему на работу, поддерживаю с ним диалог, и мы будем работать. Но когда у нас появится вот конкретная, скажем, линейка этих инструментов, образцовых инструментов, мы сможем дальше уже развивать это направление. И естественно, будем изучать их как, не как предмет декора, а как музыкальный инструмент, и будем обучать людей, которые будут играть на этих инструментах. Самое интересное, что этот Адам Белхарой, он на многих музыкальных инструментах сам играет, да. Там есть инструмент Атхох Пандер, да, он из конских волос, смычок из конских волос там делается. И он настолько богато, настолько атмосферно, настолько красиво звучит этот инструмент, что его невозможно не слушать. Поэтому, тем более, наши характерные ментальные черты, музыкальные черты нашего народа этим инструментом передаются гораздо ближе и глубже. Поэтому мы действительно будем, да, у нас есть колледж искусств, там есть специалисты, а в том, что в колледже искусств нету отделения национальная гармоника, Дакшан Пандар, в принципе, может быть, это вина не только Министерства культуры, но и руководства. Может быть, это и не вина, а в том, что отсутствуют эти кадры, профессионально подготовленные кадры, они отсутствуют. Мы все знаем, что в основном музыканты у нас слухачи, что... Ильяс, но рано или поздно это надо менять. Вы знаете, Вы к большому счастью, поменять. да, спасибо, конечно, большому счастью, что у нас на данном этапе очень много профессиональных музыкантов, которые получили образование не только в нашем колледже, но и в других вузах, музыкальных вузах страны и даже ближнего зарубежья. Есть музыканты, которые работают в различных творческих коллективах не только России, но и зарубежья. Да? Мы знаем Асет Калоева, наша арфистка. Да. Точно так же есть замечательная пианистка у нас в Америке, в Соединенных Штатах есть. Очень много музыкантов, которых мы можем, у нас есть потенциал, да, мы их можем привлечь, заинтересовать, и они, я думаю, окажут нам содействие в том, чтобы подготовить наших музыкантов. Сегодня, если говорить о том, что у нас есть струнники и клавишники, профессиональные, очень высокого уровня специалисты. Они работают и в колледже, преподают, и в музыкальных школах, и в оркестре народных инструментов. У нас много и скрипачи, и габаистки, струнники. Очень много. Говорить о том, что ничего нету, это будет несправедливо. Но на накопительный результат, поскольку не работали, наверное, это сегодня отражается. Да, мы будем это восполнять, будем это заполнять этот пробел. Нужно, конечно, вести какую-то работу, говорить об этом, вот, и искать исполнителей, изучать. Может быть, где-нибудь в семейном архиве есть что-нибудь еще.
Я знаю, что Хашагуль Гумадина собирала очень большой фонд, собрала музыкальных песен К ингушских. сожалению, уехала за границу. Да, ну поэтому у нас есть о чем сказать, я имею в виду. Ну вот в данном случае вот эти фотографии музыкальных инструментов, которые сегодня будут готовить, создавать эти инструменты, вы нашли, да? Да, это в собрании Адриана Павловича Митрофанова, да. Это снимки были или Это зарисовки? снимки, нет, это снимки. И зарисовки, и снимки, да. Ну, это был специалист, он поэтому расписал все как положено. Вот, я-то не специалист в области музыки, но моя задача была выявить, скопировать, привести, и затем, И чтобы рассказать об этом. специалисты, чтобы обработали материал. Может быть, такие записи быть не только у нас здесь, в России, они могут и за рубежом быть, поэтому нужна определенная работа. Надо отправлять в командировку человека. Вот я когда был в 2012 году в Берлине, я там посетил университет, а в университете был отдел, связанный вот с записями. И там были записи 1917 года, 3 пластинки на ингушском языке. Вот, записал их Адольф Дир, это специалист по Кавказу. А тот, который говорит на ингушском, это Джамалдин Алмагачиев. Я как раз-таки общался по интернету с людьми, которые как-то взаимодействованы в этом процессе, и предлагал свою тоже помощь. Я им говорил, что я создатель сборника ингушских народных песен, и чтобы расширить для как раз-таки инструментов, струнных инструментов, для фортепиано, вообще в целом для оркестра, у меня есть хорошая идея, почва наших народных песен, с интеграцией на современную эстрадную музыку, что как-то очень как раз-таки будет полезно, и для восприятия слушателя оно будет, так скажем, новое звучание. Я на связи нахожусь с Инаркиевой Мадиной, это добрейшей души и безумно просто талантливый человек, который сейчас, несмотря на свой преклонный возраст, несмотря на то, что ей это тяжело, она сейчас делает сборники для разных музыкальных школ в Швеции, чтобы играли наши народные песни в музыкальных школах Швеции. То ее труд сегодня есть. Это сборник «Галгай и Леш», который был первый выпущен под патронажем Министерства культуры. Это все поиски, все творения, собирательный большой материал народных песен, который собирала Инаркиева. Как раз-таки в этой нотации я лично пытался это играть. Это было написано для национальной гармоники. Касательно инструментов, вы знаете, насколько мы знаем, что у нас датчик пандыр, да, струнный инструмент, и кяхат пандыр, национальная гармоника, являются основными инструментами. Атхак пандыри, чондырги – это нам близкий инструмент. Это, в принципе, вообще в культурах, музыкальной культуре, так скажем, войнахских народов, И так Северного скажем, да, Кавказа Северного вообще Кавказа, эти инструменты, они основные. Вот, где несколько струн, и, соответственно, ну, принцип игры инструмента равносилен скрипке. Вот. И ну, в нашем фольклоре, насколько я знаю, струнный и кяхат пандыр, да, национальная гармоника. Касательно струнных инструментов. В нашем колледже есть инструмент, есть струнные отделения струнных инструментов, но все, что делается там, это опирается на стандарт вообще такой общей программы, музыкальной программы, где они играют разные произведения. Они их играют как в ансамбле с другими инструментами, так и, соответственно, соло. Но, понимаете, это, конечно, здорово, но когда мы 99% воспитаны на принципах духовно-нравственного, да, воспитания, религиозных побуждений, каких-то вот национальных самобытных традиций, я считаю, что целесообразно и нужно сегодня возрождать эти инструменты, эту музыку, потому что даже оркестр народных инструментов, я помню, когда был художественный руководитель филармонии, дирижер говорил: дайте нам свои народные песни, мы их обработаем и будем, да, мелодии. И ни один человек сегодня не мог что-то сделать, потому что все утрачено, была бы нотация, все песни сохранились бы. И, понимаете, кусками оборваны наш музыкальный фольклор, и каждый второй сегодня себе присваивает. Даже, казалось бы, песня «Мухакарихуна», когда мы эту песню выставили, с нами спорили, не буду сейчас конкретизировать, то она чеченская, то она там грузинская, ну, понимаете, эта песня имеет свою историю. Но в первом фольклоре, сборнике, изданном еще в Грозном, там четко указано, у кого,
Где и кем она записана, эта песня? Вот, например, большому примеру, вот, например, мы записали со своей ученицей старинную ингушскую песню. Пока я с вами не связался, Хава, до тех пор, пока вы не сделали из этой песни, там, из этого сюжета репортаж и не сказали, что эта песня была в антологии, Вот она у меня был огромный спор. У нас нет правильной, скоординированной программы музыкального воспитания, музыкального развития. Почему? Потому что в музыкальных школах сегодня нужно внедрять в экзаменационные моменты, в обучающие моменты. Должен быть какой-то отдел, который будет пропагандировать музыкальную культуру. Вот пример в Осетии. В музыкальных школах есть специальный экзамен, они сдают там классику, там что-то крупной формы и национальный, то есть композиторов там, своего народа. То есть чем это нужно? Потому что мы, во-первых, свою самобытность пропагандируем. Мы сегодня знакомим подрастающее поколение с элементами нашей музыкальной составляющей. Это гармония, допустим, да. Да, вот эта гармония, она должна, то есть эти интервалы, кварта, квинта, на которых строятся, да, мелодии наши, в основном, в принципе, они бывают разного диапазона, я говорю основу. Вот, и это нужно для того, чтобы они могли отличить нашу музыку. Если бы мы сегодня знакомились с нашей музыкой, с нашими танцами, элементарно даже смысл, да, они бы понимали бы, что в этих мелодиях заложена скромность, чистота, мужество. Именно эти песни, эти мелодии поднимали огромный дух. И что хочется сказать по поводу системы образования. Если бы в музыкальных школах мы знакомились с нашей музыкой, соответственно, в колледже у нас есть прекрасный государственный колледж, где есть отделение струнных инструментов. Почему бы не записать какую-то нотную программу? У нас же много музыкантов, которые могут сегодня сделать переложение. С удовольствием студенты будут играть. Специалисты считают, что в 15-17 веках у народов Северного Кавказа появился инструмент, ставший самым распространенным на его территории. Это барабан, доул, фат по-ингушски. Любое совершенство инструмента и процесс эволюции инструментов никогда не прекращался. Отсюда их многообразие, но в народных инструментах есть еще и общие черты, роднящие их с такими же инструментами из других регионов и даже стран. Другой популярный тип северокавказских инструментов – струнно-смычковый кабуз. У каждого народа свое название. Ингуши называют его атхакпандар. Музыка сближает людей, помогает им учиться ценить и понимать прекрасное. Есть музыканты, очень хорошие музыканты. Я могу сказать, у нас прекраснейший композитор Зарема Мальсагова, Фариза Шадыжева, которая тоже умудряется именно для детей писать красивые песни, произведения. Прекрасная вокалистка Яндиева Хава, которая сегодня может блистать на, так скажем, мировой культуре. Да, и сегодня она настолько красиво исполняет народные песни. Мы можем сегодня очень красиво показать нашу самобытную национальную культуру, в которую впитали наши предки любовь, скромность, уважение и, самое главное, любовь ко всему происходящему и милости Всевышнего. Ингуши народ музыкальный. Их непростую жизнь во все времена сопровождали песни и танцы, привычные для нас и для нашего народа. Они традиционно сдержаны. Ингушские народные мелодии, известные по записям Раи Евлоевой, Мадины Инаркиевой, Лоли Албаковой и многих других исполнителей, делятся на так называемые ладу ашерш и халхар ашерш. В старину они исполнялись на смычковых инструментах. По-ингушски это чондырь атхакпандр. Начата творческая работа по восстановлению старинных инструментов. Необходимо наладить работу по подготовке специалистов, и тогда не придется по Северному Кавказу искать музыкантов для оркестра народных инструментов Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева.